26 января в администрации района состоялся выездной семинар Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. Среди приглашенных были как специалисты, занимающиеся развитием сельскохозяйственной отрасли в нашем районе, так и представители крестьянских фермерских хозяйств Сосногорска, Ухты и Вуктыла. В начале семинара заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Надежда Потапова рассказала присутствующим о некоторых итогах развития аграрной отрасли в прошлом году. Главным достижением 2011-го, по общему мнению республиканских властей, можно считать создание предпосылок для прогрессивного развития сельского хозяйства в регионе. Так, за этот год существенно вырос объем производства продукции. Многие хозяйства занимались модернизацией производства, что повысило конкурентоспособность продукции коми-фермеров. В прошлом году впервые за несколько лет площадь под посевы сельскохозяйственных культур не сократилась. Увеличились посадки овощей открытого грунта и картофеля, а розничные цены на них снизились. Значительные достижения произошли и в развитии рыбного хозяйства. Отрадным является итогом 2011 года и то, что впервые за последние 20 лет у нас началась реконструкция строительства животноводческих помещений, в первую очередь для содержания крупнорогового скота. И в прошлом году в реконструкцию было вовлечено 5 помещений, и из них уже 3 эксплуатируются, и вводу 2 запланировано на 2012 год. И, соответственно, начато строительство 2 помещений с вводом в эксплуатацию в 2012 году. Одним из главных факторов успешного развития сельского хозяйства в нашем регионе является серьезная государственная поддержка отрасли. В прошлом году объем финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства из бюджета Республики Коми впервые превысил 1 миллиард рублей. Здесь можно отметить, что нового появилось в 2011 году для строительства 2 объектов. У нас были впервые привлечены средства фонда поддержки инвестиционных проектов. Фонд выступил инвестором на период строительства объектов с расчетом, что по завершению строительства будут заключены договора на аренду данных помещений с уплатой арендной платы. Отдельной темой, рассмотренной на выездном семинаре, был вопрос о государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Коми в 2012 году. Специалисты министерства также подробно рассказали о мероприятиях по стимулированию развития крестьянско-фермерского хозяйства в регионе.